эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Полярные авиалинии продолжают доставлять продовольственные товары в арктические и северные группы районов республики. В Центре дополнительного образования СРГ города Ленска готовятся к Новому году. Жатайская школа искусств получила музыкальные инструменты и специализированную литературу в рамках нацпроекта «Культура». Доходы бюджета республики в следующем году увеличатся на более чем 32 миллиарда рублей. Сегодня на сессии Госсобрания Элтумен во втором и окончательном чтении принят главный финансовый документ Якутии на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Таким образом, в следующем году доходная часть составит 264 миллиарда 535 миллионов рублей. По поручению главы Айсена Николаева на сельское хозяйство выделены беспрецедентные средства. Финансирование увеличено более чем на 1,5 миллиарда. Собственные доходы республики превысили 151 миллиард, чего ранее не бывало. Якутия входит в десятку лучших регионов страны по размеру собственных доходов. Расходы бюджета на 2022 год более 267, дефицит в пределах 3 миллиардов. На самом деле мы вышли на очень большую планку. Мы входим в число 10 регионов страны по размеру собственных доходов. Это очень важно. Ну и, конечно, то, что федеральный бюджет нас поддерживает. И с точки зрения дотации, и с точки зрения субвенций, субсидий тоже видно по тому размеру порядка 114 миллиардов, которые направлены на сегодня уже в бюджет нашей республики. В Якутии продолжают выполнять зеленые рейсы в арктические районы. С октября этого года перевезено порядка 59 тонн продовольственных грузов. Это овощи, фрукты, колбасные изделия, детское питание, молочная продукция. Рейсы по заявке Якутопторг выполняет авиакомпания «Полярные авиалинии». Сейчас компания приступила к выполнению второго этапа по доставке продовольствия в труднодоступные районы республики. До конца года планируется выполнить более 10 рейсов и доставить свыше 50 тонн грузов. Рейсы выполняются на грузовом воздушном судне Ан-26 до районных центров Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Мумского, Оленёкского, Среднеколымского, Устьянского и Эвено-Батантайского районов. Далее экипажами 8 авиакомпаний доставляют продукцию до отдаленных населенных пунктов. Итоги 15-й республиканской акции «Природа и мы» подвели сегодня. Акция является одной из самых массовых экологических в республике. В этом году в рамках договора компания «Алроса» провела множество мероприятий по датам экологического календаря. Проведены различные научно-практические конференции и эко-уроки. Экологическая политика компании предусматривает масштабные исследования, повышение качества работ по охране окружающей среды и реализацию программ социально-экологической направленности. Допустим, если у вас есть какая-то экологическая акция, допустим, направленная на благоустройство близлежащего парка или ботанического сада в школе, то, безусловно, компания «Алроса», оценивая экологическую полезность данной акции, вас поддержит. Компания «Алроса» постоянно ведет мониторинг в сфере природоохраны на своих производственных и прилегающих к ним площадках. И на эти цели компания «Алроса» ежегодно направляет более 90 миллионов рублей. Проводит крупные экологические мероприятия, такие как изучение миграции северных оленей путем чипирования, зарыбления рек и озер и многое другое. И на эти цели компания «Алроса» ежегодно направляет порядка 6 миллиардов рублей. В Нюрбе прошел IT-десант технопарка Якутии. Группа специалистов провела двухдневный образовательный семинар для школьников и педагогов Нюрбинского района. Посредством видеоконференц-связи прошли лекции и практические занятия. Специалисты рассказали о том, какую выбрать профессию, чтобы работать в этой отрасли. IT-семинары – это профессиональная ориентация молодежи в сфере информационных технологий, повышение уровня цифровой грамотности и IT-компетенций. Также в рамках десанта специалисты оценили уровень оснащенности IT-клуба Нюрбинского района. IT-десант – это прежде всего выезд команд, которые могут обеспечить качественное образование участникам на семинарах. В семинары входят как лекции, так и практические занятия.
Вот по неубинским ребятам что скажу. Сейчас Нюрба является одним из самых быстро развивающих по IT. Именно здесь большая покрытость территории интернета, и, соответственно, здесь больше условий для тех же школьников будет. Очень много команд с Нюрбы записалось в этот хакатон. IT-семинар сегодня состоялся также и для жителей Амги. В течение 2 дней участники будут разрабатывать и защищать собственные проекты. Также узнают про самые востребованные профессии, повысят уровень цифровой грамотности и IT-компетенции. В рамках мероприятия также пройдут мастер-классы, консультации, игры и квесты. Число желающих принять участие в семинаре более 100 человек. На торжественном открытии семинара администрация района рассказала о намерениях создать IT-парк в районе. Мы пытаемся обучить наши будущие кадры. То есть у нас есть профориентационная цель. Мы рассказываем то, что информационные технологии – это не только компьютерная разработка, и, то есть это и менеджмент, это и дизайн, это и кино, ну, то есть всестороннее развитие человека. Сегодня в Якутии вот уже как 10 лет традиционно отмечается День хомуса. Спрос на изготовление национального инструмента с каждым годом возрастает. Сегодня игра на хомусе как дополнительное образование преподается не только в музыкальных школах, но и в дошкольных и среднеобразовательных учреждениях. Спиридон Иванов, хомусист-импровизатор, а сегодня еще и мастер по изготовлению хомуса, поделился секретами изготовления идеального хомуса и рассказал о своем пути становления из хомусиста в мастера-кузнеца. Подробнее в материале Марфирины Алексеевой. Национальному музыкальному инструменту народа Саха уже более 5000 лет. Местные умельцы через века пронесли секреты изготовления варгана. Если раньше для создания инструмента требовалась не одна неделя тяжелого физического труда, то сегодня хомус можно изготовить за 3 дня. Однако терпение и ювелирная точность остаются основной характерной чертой кузнецов-изготовителей всех времен. Спиридон Иванов на протяжении 7 лет познает секреты искусства создания и игры на сакральном традиционном инструменте. Меня взяли в ансамбль хомусистов. Я там начал более увлекаться хомусом. Ага. И в это время, во время соревнований или выступлений мы ломали язычки хомусов. Сначала собственные, потом учителей. Я подумал, а что если я сам не сделаю то, что я сломал. Попробовал, и получилось, думаю, более-менее. Сегодня за плечами Спиридона десятки мастерски изготовленных инструментов. Для себя он выделил 3 разновидности варгана. Те, что играют в быстром, среднем и медленном темпе. Также существуют размеры до 9 сантиметров для использования детьми и до 12 сантиметров для взрослых исполнителей. Идеально выполненным инструментом Спиридон считает тот, где минимальный зазор между язычком и основными линиями хомуса. А чтобы этого добиться, каждый инструмент индивидуально настраивается под технику игры заказчика. Лучше всего ознакомиться с человеком и потом настраивать хомус. Например, я делаю таким образом я меняю расстояние между язычком и ножками корпуса. Учитель Спиридона – опытный мастер-кузнец Роман Готовцев. Рассказывает, что изготовление музыкального инструмента – это ремесло для избранных. Практика показала, что в ходе обучения большая часть учеников по разным причинам отсеивается. Начинают они с пластилина делать, а потом свинца, а потом только на железо. Потому что эта работа очень опасная. С горячим работать и на станке стоять это сложно. Много людей учу, но хомусу мало кто берется за хомус. Они учатся, но говорят, потом будем делать, или нож быстро делается, поэтому все на нож переходят. Не то, что этот хомус делать, надо еще нормально играть надо, хомус. Сегодня хомус является национальным символом культуры народа Саха, а столица Якутии – центром варганной музыки. В Якутске находится единственный в мире музей и центр хомуса народов мира. Этот национальный музыкальный инструмент давно по праву стал визитной карточкой и брендом республики. Марфирина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск.
Ленск активно готовится к Новому году. Не только городские власти приступили к украшению города, но и многие предприниматели, а также соцобъекты. В Центре дополнительного образования СРГ творят красоту повседневно в студии Handmade Art Decor. А к Новому году тем более они готовят интересные украшения. Наш корреспондент Анна Кожевникова присоединилась к ним. Создают красоту своими руками. В Центре доп. Образования СРГ уже вовсю готовятся к Новому году. Первыми это начали делать мастерицы. Handmade студия Art Decor. Здесь занимаются не только дети, но и взрослые. Они с удовольствием посещают творческое объединение. Мы друг другу помогаем, кто чем можем, материалами делимся. Ну и так мне вообще очень нравится, что у нас такая открылась группа в Ленске, и что можно прийти и чем-то заниматься. Сегодня на повестке праздник Новый год, а значит все изделия тематические. Рукодельницы после работы спешат в эту творческую мастерскую. Те, кто работает днем, они приходят вечером. Но бывает то, что некоторые люди уезжают на вахту и как бы пропускают много занятий. А мы делаем украшения, сережки, делаем ободки, короны. Сейчас начали готовиться к Новому году. А что именно, пока своих секретов мастерицы не раскрывают, но мы немного подсмотрели их сюрприз. Сегодня мастерицы студии Art Decor готовят новогодние украшения для оформления зданий станции юных натуралистов, юности и СРГ. Это работа кропотливая и требующая много терпения. В скором времени перед жителями Ленска предстанут, как всегда, эксклюзивные украшения, сделанные своими руками не только мастерицами, но и другими сотрудниками Центра доп. Образования СРГ. И, конечно, с любовью новогодние инсталляции и праздничный декор, который ленчане всегда с удовольствием используют в качестве фотозон. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Подарок в преддверии Нового года. Шатайская школа искусств получила новое музыкальное оснащение в рамках нацпроекта «Культура». Детское образовательное учреждение вошло в число 25 учреждений культуры, которым выделены новые музыкальные инструменты и специализированная литература. Последний раз оснащение Шатайской музыкальной школы менялось несколько десятилетий назад. Напомним, что национальный проект «Культура» действует в нашей стране с 2019 года, который включает в себя более 15 различных направлений. От кадровых расширений до полного переоборудования культурно-просветительских учреждений. Мы очень рады, что мы попали в этот проект, что мы были отобраны в этом проекте. Хочется поблагодарить всех тех, кто участвовал и в отборе, и в реализации данного проекта, потому что, наверное, ни одна музыкальная школа, ни одна школа искусств не может себе позволить купить разово такое количество и музыкальных инструментов, и музыкального оборудования. На этом у меня вся информация. Мы следим за развитием событий.